Вот насчет национализма у нас. Я много лет сталкиваюсь с этим явлением и сам побывал в этих рядах в свое время, в советское время, когда национализма в Казахстане не было. Вот, меня объявляли и националистом, и Москва объявляла, да и здесь поддерживали всячески. Интеллигенция нашей очень была активна в этом. Вот. А потом уже, когда наступило время независимости, вдруг они все стали националистами, а я вот враг народа получался. И такое же было, ясно. Я никогда тебя врагом Все не они объявляли. такие патриоты стали и все прочее. И это еще раз доказало их слабость и неподготовленность ко всем этим вещам. А мне приходилось на самом деле бывать в самых горячих краях, где кипели страсти такого рода, не только социальные. В Азербайджане, так, по-моему, там где-то И еще. в Баку, да, и в общем, это очень мощные такие. в Грозном, в Ингушетии, вот, и в Абхазии, и все, в Грузии, это все мы проходили. Вот. Ну и этого, кроме этого, я бывал и в Африке, когда мы боролись за независимость тех стран, за деколонизацию. В Азии, в других странах. Невада, это Поэтому, латинское, это тоже это форма национальной освободительной борьбы, безусловно. конечно, да. Конечно, это же такое. Поэтому я разбираюсь во всех этих вопросах, связанных с национализмом и интернационализмом. Встречался, я помню, в 1968 году, когда я увидел в Индии, когда вся Индия стояла на ногах, минуту молчания. Вся Индия – это 500 миллионов минут молчания. Тогда их было 500 миллионов. Сейчас их стало 1,5 миллиарда с 1968 года. Во как они выросли. Вот на эти цифры надо обращать и нам внимание. Безусловно. Я другое слышал. И да, вот сейчас поэтому, он подступает прекрасно. когда я спросил этого моего сопровождающего, поэта Чаттерджи, спросил, а кто вот Ганди убил-то? Он сказал, это националист какой-то, сволочь. Он не объяснил, из какого этноса он был. В Индии же масса всяких этносов. И тогда, а мы были с Римой Казаковой, поэтессой российской, русской, советской, вернее. И мы отмечали, вот минутой молчания стояли вместе с 500 миллионов населения, потому что Мартин Лютер Кинг был гандистом. А в этот день, в апреле 1968 года, как раз застрелили Мартина Лютера Кинга. Вот, и тогда я прямо в тот вечер уже писал вот эти стихи, которые, в принципе, помню всегда. Есть они, Чаттерджи, в каждой стране, в каждой волости сволочи. Их не узнать по разрезу глаз, по оттенку кожи. Он может сиять, как алмаз, быть на уголь похожим, плешью блистать в ползала, прямить и курчавить волос. Все равно сволочь. Он не дурак, он может быть академик. Он служит вере не славы ради, не из-за денег. Бывает, носит под мышкой томики Ленина. Сволочь не мелочь, общественное явление. Узнать их непросто, их цвет отличительный. Серость. Она растворяется в черном и белом и в желтом. Серость возносится бронзой, блистает золотом. В темных углах души собирается серость, как сырость. Белый стреляет в черного. Нет, Чаттерджи, серый стреляет.
Серый стреляет белого. Нет. Черный стреляет белого. Нет, Чаттерджи. Серый стреляет. Серый взгляд проникает в сердце пронзительный, волчий. Узнаю вас по взгляду, серая раса, сволочи. Понимаю, пока в этом самом цветном столетии невозможно без вас. Даже маленькие трагедии невозможны без вас. Ни улыбки мои, ни смех, ни победы мои, ни смерть. Вам обязан атакой. В свете полдня и холоде полночи я иду, мы идем вам навстречу, серые сволочи, сквозь провал ошибок, отчаяний, самопрезрений, чтобы минуты молчания стали временем ваших прозрений. И вот эти стихи я потом читал на всех трибунах мира, можно сказать, в любой аудитории, где выступал против фашизма и так далее, и так далее. Да, вот это очень важно. Серая раса, сволочи, она есть и среди белых негров и в Африке. Это я видел. Она есть и в Америке, она есть и в России, в Казахстане. Где попало, где только мы не бывали. Есть они и в этом, на Курдае. Безусловно. как раз они Да. как раз именно. Поэтому условно можно объяснить их, связать термином национализм, и так далее, и так далее. А на самом деле это серость – это лишь материал, на котором возрастают все вот эти гадости. Отлично. Вот надо бороться с этим материалом. То есть мы говорим, давайте наукой, давайте образованием, объясняем, просветляем мозги людям, черт возьми.